Добрый день, уважаемые казахстанцы! Меня зовут Каиргельдина Сайгуль Айдаровна. Я являюсь директором научно-исследовательского института курортологии и медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Республики Казахстан. В преддверии референдума по новой Конституции хочу остановиться на ряде вопросов, которые касаются здравоохранения. Начну с поправок к 7 и 23 статьям. Их главная цель – защита жизни и здоровья людей. Важно понимать, мы ни в коем случае не можем ограничивать свободу слова или веры. Речь о ситуациях, когда под видом личного мнения или убеждений людей призывают отказываться от жизненно важного лечения. К сожалению, мы видим, что такие советы часто приводят к вспышкам инфекций и к трагедиям, в том числе и среди детей. Государство защищает тех, кто сам не может за себя постоять. Мы за то, чтобы медицинские решения опирались на науку и доказательную медицину. Второй важный момент – это 32 статья. Хочу обратить внимание, бесплатная медицина сохраняется. Это право остается постоянным. Поправки лишь расширяют источники финансирования. Теперь на бесплатное лечение можно будет направлять средства не только из бюджета, но и из фонда «Казахстан халқына», от международных организаций и от крупных компаний. Для пациентов это только плюс. Ресурсов становится больше, значит и помощь становится доступнее. Платная медицина остается, как и прежде, исключительно по вашему выбору. Все эти изменения говорят о балансе между личными правами и общей ответственностью. Мы делаем систему здравоохранения устойчивой и надежной, где приоритетом всегда остается жизнь и безопасность наших граждан. Приглашаем каждого из вас проявить гражданскую инициативу и принять участие в референдуме 15 марта. Важен голос каждого из вас, ведь мы вместе строим наше будущее.